Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в течение следующих 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах и прочих обстоятельствах. Задайте вопрос песочку. Что мне по судьбе на будущей неделе и что мне приготовили следующие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же такое интересное будет вас ждать в течение следующих 7 дней. Так, неделя многообещающая, честно. Здесь на этой неделе пахнет получением какого-то очень важного предложения, которого вы ждали очень давно. Кто увидел этот знак, тот молодец. Я к нему вернусь в самом конце. Оставлю самое вкусненькое на потом. Начну я снизу, буду описывать ситуации, которые я здесь увидела для вас. Прежде всего хочу сказать про эту уточку. Эта уточка плывет к вам. Эта уточка несет с собой денежку. Мало того, здесь денежка придет сразу от двух людей. То есть один человек дает денежку и второй человек дает денежку. 2 человека. Возможно, вам вернут долг. Возможно, вам за какую-то вашу работу, за какой-то ваш труд дополнительно отдельно кто-то оплатит. То есть, может быть, даже какие-то услуги вы будете оказывать. Я вижу, что как будто бы люди о вас говорят, и один человек вас рекомендует, либо предлагает другому, как, например, высококачественного, высококвалифицированного специалиста, знатока в какой-то определенной узкой сфере. И человек очень нуждается в таком специалисте, как вы, либо в той работе, которую вы можете выполнить. То есть тут речь идет о том, что вас будут рекомендовать какие-то люди, которые к вам, например, уже обращались, которые пользовались вашими какими-то услугами, либо вы им оказывали делали для них работы. Я вижу, что вас будут рекомендовать, и придет человек и скажет, что Вася, Петя, Коля мне посоветовал вас, пожалуйста, помогите решить вопрос, либо сделайте такую-то работу для меня. То есть у вас заказчик появится, заказчик, который очень хорошо, щедро, я бы даже сказала, заплатит. Мало того, тут щедрость будет такая, она двойная. Во-первых, очень хорошую оплату вам будут предлагать, а потом еще и вам бонус, как премию маленькую еще дадут. Плюс у вас еще как будто бы от основного какого-то источника, на который вы постоянно рассчитываете, тоже деньги приходят. Кстати, может быть момент, что вам денежки даст, например, ваш муж, и взрослый сын, либо взрослая дочь. То есть, понимаете, у вас неделя идет денежное поступление, утка прям такая плывет, такая достаточно, она упрямая, она против течения к вам, именно к вашему берегу плывет. Дальше у вас идет ситуация роста. Рост, связанный с какой-то вещью, либо с каким-то делом. То есть вы долго что-то делали, очень кропотливо делали, и наконец-таки эта ситуация, это дело даст свой результат. То есть ваши труды, они будут замечены. Мало того, они еще будут очень, справедливо оценены. То есть вас ждет признание, благодарность и почет и уважение. Ух ты, даже карандаш у меня выпал из рук. Спешит эта картинка, я просто на нее смотрю, никак не могу сказать. Я вижу, что к вам спешит человек в ваш дом, на ваш порог. Человек, он, видите, он как праздник. Когда этот человек входит в дом, здесь рады все, женщины, дети, другие домочадцы, даже животные. Возможно, кому-то нужно было это узнать, услышать, что ваш любимый человек вернется из командировки, с вахты, с длительной какой-то поездки. То есть в доме будет большой праздник из-за того, что гость приходит. Гость может быть у кого-то и гость, а может у кого-то действительно муж, жена вернется. То есть здесь большой праздник происходит. Смотрите, этот человек, он привозит радугу в дом,
Здесь вот пожилой человек к нему тянется, здесь женщина, видите, протягивает руки, хотела бы обнять. И здесь ребенок, видите, схватился за ноги этого человека. Даже вот животное здесь тоже спешит навстречу. Ждите большую радость. Возвращение, приезд, приход. В общем, в вашем доме будет праздник из-за того, что вот человек вас всех осчастливит. Этот человек, кстати, приедет, смотрите, он приедет с дарами. Здесь могут быть и деньги, и подарки, и цветы, и всякие там угощения, вкусности. Знаете, вот прям как праздничное очень настроение идет. Может быть, даже момент, кто-то, например, из ваших близких там возвращается, да, отец приедет откуда-то, либо в гости к вам приедет, ну, либо муж. Очень хорошая картинка, вот прям даже карандаш выскочил, то есть карандаш это он, да, все-таки больше будем говорить, что мужчина возвращается, кого-то мужчина возвращается в дом, и из-за этого в доме праздник, веселье и большая радость. Дальше здесь вышел крестик, который несет человек. Смотрите, будьте аккуратны, особенно на этой неделе, потому что я вижу, что у вас неделя идет хорошая, она и прибыльная, и денежная, и настроение у вас будет замечательное. Человек с крестом – это человек с тяжелой судьбой. Человек, у которого очень много неприятностей в жизни, очень много лишений и прочего. Этот человек может обзавидоваться. Ну, смотрите, человек обзавидуется именно женщине. Потому что крест он пытается женщине свой отдать. Я скажу такую вещь. Ничего от чужих не берите. Не берите с рук в руки. Если вот я всегда учу, да, всех учу, если что-то вам нужно отдать, либо получить, никогда не брать из рук в руки. Пусть человек положит на предмет, на стол, на какую-то поверхность, да, а вы уже забираете с поверхности. Потому что очень часто люди об этом, ну, я не знаю, скрывают эти вещи, да, почему-то не говорят. Хотя это вот простая истина, да, люди из рук в руки передают болезни, неприятности, горести, свою судьбу злую, да, вот какие-то свои лишения могут передать. И мы как бы обычные люди, да, по доброте душевной, да, никогда об этом не задумываемся, что плохой человек может так с нами поступить. Вот у вас опасность, что кто-то плохой вам именно свой крест решит передать, то есть какое-то действие произведет на предмет, либо на деньгу, либо, я не знаю, вот что-то вот важно будет вам в руки дать. Вот не берите, особенно вот если вы женщина, слушайте мое предсказание, постарайтесь всю неделю ничего ни от кого не брать. И еще такой моментик, да, очень важный, никому ничего про себя не рассказывайте. Понятно, что бывает такой момент, когда эмоции через край, хочется с кем-то поделиться, ну прям нужно, да, вот как говорят, язык прям чешется. Мои милые, ну тогда выбирайте самых близких, пусть это будет ваша сестра, ваша мама, подушка. Подушка вообще идеальный вариант. Не зря же говорят, моя подружка, моя подушка. Не надо, потому что ваше счастье, я вижу, что кому-то прям затмевает глаза. Да, человек прям с ума сходит, потому как у вас все хорошо. Дальше. У вас здесь интересная картина, на работе, скорее всего, я так понимаю, будет. Здесь человек просто создал что-то уникальное, да, какой-то аленький цветочек вырастил, какой-то уникальный, не знаю, какая-то уникальная мысль, какой-то подход к работе, какой-то, может быть, действительно процесс очень сложный был осуществлен, и я вижу, что вы должны хранить этот процесс. Почему? Потому что вокруг вас ходят вот такие, вот видите, за спиной, вот вы что-то создали, и вы должны защищать то, что вы создали. Потому что за спиной у вас, видите, целая толпа стоит, кто бы хотел у вас забрать вот это ваше творение и себе присвоить. Возможно, вы столкнетесь с какой-то жуткой конкуренцией, причем абсолютно нечестной, очень такой подлой, гадкой. И даже вот неожиданно это все будет от близких людей, от своих же коллег, с кем вы, например, давно работали вместе. То есть какой-то бонус, какой-то профит, либо действительно вы сделали что-то действительно уникальное, что люди захотят себе забрать, присвоить, либо будут вас просить, чтобы вы это там не показывали, об этом не говорили. Потому что это бросит тень на этих людей, как будто бы они несостоятельные, несостоявшиеся работники. Поэтому, мои дорогие, ну, берегите свое создание, творение. Мало того, я вижу, что эта ситуация, она в будущем, да, вот начальник ваш или кто высокий человек, он у вас это из рук в руки возьмет. То есть вот вы работаете, да, у вас есть начальник, над начальником еще начальник. И вот, да, добираемся до самого главного, топового начальника, там, хозяина бизнеса, либо самого главного директора. Вот у вас именно какой-то момент передачи произойдет из рук в руки. Но это случится как-то вот попозже, да, то есть либо в конце самой недели рабочей, либо это уже будет там следующая неделя. Но я вижу, что вам нужно сохранить свой результат
И вот этот главный, самый главный человек, он очень высоко оценит ваш труд, ваши вложения. Кстати, может быть, от этого самого главного вы получите какую-то премию, да, почему нет? Может быть, какую-то вот прям всеобщую похвалу, какие-то, может быть, какую-то грамоту, я не знаю, что-то материальное вы можете получить. То есть, это будет бумажка, на которой будет написано «лучший работник недели», да, либо это будет деньга, которая вот как премия, да, лучшему работнику. Вот вы знаете, вот станет тоже вот позиция такая, что вы немножечко отделитесь от коллектива. Вы не должны расстраиваться, и вы должны понимать, что коллектив, конечно, прекрасный, но ваш коллектив, он какой-то особенный, извините, но он какой-то немножечко с гнильцой, да. В этом коллективе есть какая-то женщина, которая рулит всеми процессами. Эта женщина, она... Когда у нее все хорошо, все прекрасно, да, все друг другу улыбаются. Когда что-то ей не нравится, начинают ходить, там, поджуживать, подшушукивать и людей против друг друга вот прям сталкивать лбами. Смотрите, я вижу, что она вот может на вас немножко злиться, да, из-за того, что вы, ну, вот как получили вот эту пальмовую ветвь, да, лучшего работника. Но при этом... у нее нет возможности на вас как-то повлиять и на вас воздействовать. Но она может делать пакости и гадости, поэтому будьте аккуратны. Вот. Вообще лучше поменьше говорите на работе о том, что вы делаете, что у вас происходит. То есть вам вообще такой совет идет, да, вот очень тихо себя вести. В доме, конечно, пожалуйста, со своими близкими, со своей семьей вы можете делать все, что хотите. Но на паблике нужно быть немножечко помолчаливее, что ли, да. Я вижу, что вы очень открытый человек, вы всегда делитесь хорошим ли, плохим ли, да, вот, то есть у вас нету таких вот каких-то барьеров, что типа я там только рассказываю хорошее, да, либо я там всем хожу и плачусь. То есть вы человек открытый абсолютно. И я вижу, что вы и от других людей такое ждете. То есть, когда вам кто-то что-то рассказывает, там, если хорошее, вы радуетесь за этого человека. Если плохое, то вы можете там, ну, либо погрустить вместе, да, либо предложить какую-то помощь, какой-то вот выход найти. Но на вашем окружении, да, на сегодняшний день, на день этой недели, случилась такая ситуация, что вот те люди какие-то, вот знаете, вот, ну, со своими интересами, да, каждый со своим каким-то... Вот каждый за себя, да, вот понимаете, вот такая ситуация. Эта ситуация именно идет этой неделе. Возможно, там на будущей неделе ситуация будет меняться. Но вот все какие-то вот сконцентрированные на себе, на своем будущем, на своих делах. Поэтому лучше не надо. Не нужно раздражать людей своим счастьем, да, либо своими какими-то достижениями. Дальше. Я у вас вижу любовь. И любовь это касается... встречи, знакомства. Но смотрите, здесь, если у вас будет знакомство, то знакомство будет сразу с несколькими людьми, либо у вас одновременно будет несколько ухажеров, и вы будете встречаться с одним и с другим. И ну, тут будете бояться, что вас поймают, да, на том, что у вас сразу две какие-то любовные истории проходят. И один будет ухаживать, и второй будет ухаживать. Один будет человек ухаживать побогаче. Тут и цветы могут быть, и какие-то дорогие рестораны, а другой поскромнее. Но вот тот, который скромный, он не потому, что он бедный либо жадный, а потому, что у человека к вам, ну, другой подход, да, то есть этот человек не кичится тем, что у него есть, не пускает пыль в глаза, а действительно человек желал бы, не знаю, проявить свою душу, что ли, да. То есть человек не жадный, и человек тоже мог бы подарить очень дорогие цветы, но в этом нет необходимости, понимаете? Ему не нужно там вас ловить на то, что вот смотри, у меня может быть там, извините, короткая пися, да, зато у меня вот такой огромный кошелек с деньгами. И вы это поймете, вы это очень хорошо оцените. А вот этот, который с цветами, с подарками, ну он какой-то прям вообще, не знаю, новориш какой-то, да, будет себя вести, ну, немножечко неприлично даже. То есть вы от него просто забежите. Так, дальше. Для тех, кто общается на расстоянии. На расстоянии будет общение такое вот прям ревнивое. Потому что вот он человек на расстоянии. Видите, он отворачивается спиной. И между вами как будто бы, ну, вот такая вот пропасть получается, да. Скорее всего, либо вы как-то повздорите, либо человек вас очень сильно приревнует. Так тоже может быть на расстоянии, особенно так часто бывает. Эта ситуация временная. То есть она начнется, может быть, в начале недели, либо неделя начнется с того, что вы, ну, немножечко повздорили, да, и ближе к концу недели, то есть где-то четверг, пятница, уже как бы и вы не выдержите, и ваш любимый человек не выдержит, там будет примирение. Ну и самый главный вкусный рисунок, да, обещанный, мы подходим, смотрите, это предложение руки и сердца. Смотрите, видите, это любовь.
Да? Вот девушка стоит в красивом платье, и мужчина на одном колене делает предложение руки и сердца. Здесь может быть действительно отыграться как предложение брака, предложение совместно съехаться, начать жить вместе, встречаться. То есть, понимаете, тут будет предложение от горячо влюбленного в вас человека. Мало того, еще есть такой аспект, который я хочу вам сказать. Если вы на что-то загадываете, и если вы в эту неделю, особенно в мужские дни это у нас понедельник, это у нас вторник, это у нас четверг. Если в эти дни вы загадаете желание и очень-очень попросите своего ангела, он обязательно вам поможет. Так что, мои дорогие, вот прям принимайте, просите, понимаете, что отказа здесь не будет. Если вы мужчина, кто смотрит меня, и вы хотели бы сделать предложение своей любимой женщине, то же самое выбирайте тогда уже женские дни, и тогда вам 100% отказа не будет. То есть женские дни это у нас среда, это у нас пятница и это у нас суббота. Вот, прям такие магические дни будут на этой неделе. Поэтому, мои милые, не теряйтесь, просите, предлагайте, и все будет замечательно. Я вижу, что здесь даже может какая-то ваша мечта, желание, вот прям вам срочно что-то прям нужно, и вы такие вот взмолились, да, и говорите: Господи, пожалуйста, помоги, сделай для меня чудо, я хочу то-то, то, и вы можете прям мгновенно получить. То есть очень-очень хорошая энергетика будет идти. Смотрите, еще раз повторяю, да, если вы женщина, просим в мужские дни, это понедельник, это вторник и это четверг. Если вы мужчина, просим либо делаем предложение любимой женщине в женские дни. Это среда, это пятница и это суббота. Так что, мои милые, пользуйтесь. Неделя идет немножечко такая, знаете, волшебная. Я вам желаю всего самого лучшего, и пусть сбудутся все ваши мечты, все ваши желания, и никто никогда вам ни в чем не отказывает. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.